очередь надо учесть или не забыть о том, что так называемая нормализация отношений происходит именно по причине той войны против Нагорного Карабаха, в которой участвовали Азербайджан, Турция, частично Израиль и Пакистан, и в которой они одержали победу над Нагорно-Карабахской республикой, фактически над республикой Армения. То, что мы сейчас имеем в качестве, так сказать, нормализации отношений, это просто один из итогов этой войны. И мы видим, что нормализация отношений происходит именно по условиям, так сказать, победителей этой войны. Так что один другому не исключает, не противоречит, и Турция, и Азербайджан стараются по каждому поводу напоминать, в результате чего складывается новая ситуация в регионе. И, конечно, военный парад в Баку один из этих поводов. Напоминают, конечно, не только Армении и не настолько Армении, сколько других региональных, более важных акторов, в том числе, конечно, в первую очередь Россию и Иран, но и других акторов, геополитических акторов, которые имеют свои интересы в регионе, и в этих интересах кто-то сотрудничает с Турцией, кто-то конкурирует с Турцией, но это участие турецких истребителей, участие Эрдогана и участие президентской гвардии Турции в параде. Это, конечно, месседж Турции вот этим игрокам. Месседж не настолько направлен в сторону Армении, потому что, как я уже говорил, нормализация отношений происходит именно по тому балансу сил, которые складывались после войны, и в которой Армения фактически, мы видим, что приняла те условия, которые диктуют Азербайджан и Турция. Во всяком случае, мы это видим по риторике официального Еревана. Так что направить какие-то такие месседжи в сторону Армении, я думаю, для Турции нету смысла. Да, как я сказал, это месседжи в сторону России, в сторону Ирана и, конечно, других геополитических игроков. Да, Турция пытается, так сказать, обозначить еще раз, что с помощью войны против Нагорного Карабаха он более продвинул свое влияние, свою роль и свой потенциал в Азербайджане и в регионе в целом. И, конечно, это частично за счет влияния и интересов России. Говорить, что Турция в Азербайджане победила Россию, можно, конечно, с неким, так сказать, уклоном. Мы знаем, что война остановилась фактически договоренностями между Россией и Турцией. Но, конечно же, эта договоренность имела и то, что Россия признала продвижение влияния Турции на Кавказе. Я думаю, конечно, Россия относится к этому как к некому временной ситуации. Но в целом, конечно же, мы видим, что Турция навязала себя на Кавказе и России, и Ирану. И, конечно, это изменило региональный статус-кво. И Москва, и Тегеран просто приняли это к сведению и договорились с Турцией, по крайней мере, в этом промежутке времени. Продвижение Турции на Кавказе – это то, что соответствует интересам Североатлантического альянса, Североатлантического блока, геополитического блока. Так что это не удар по авторитету. Наоборот, они, я думаю, помогли Турции продвигаться в этом направлении, потому что с помощью Турции, конечно, пытались и, конечно, пытаются ослабить влияние России не только на Кавказе, но и в Центральной Азии, пытают навязать России как минимум нового серьезного игрока, не только России, но и, конечно, Ирану, и в геополитическом, более глобальном смысле, конечно же, Китаю. Так что Турция в этом смысле это передовой игрок как раз североатлантической политики. И в этом смысле, я думаю, участие, так сказать, американских истребителей в качестве
турецких, конечно, на параде Баку ни в коем случае не противоречит интересам Запада. Я хочу просто напомнить, что во время войны против Нагорного Карабаха, 44-дневной войны, если я не ошибаюсь, 3 октября, фактически после недели боев, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил в Турцию с 3-дневным визитом. В разгар войны против Нагорного Карабаха, в котором явно участвовала и Турция, визит генерального секретаря НАТО в Турцию, это, конечно, знаковое событие, знаковое в том смысле, что НАТО ни в коем случае не выразил недовольство тем, что Турция в прямом смысле участвует в этих военных действиях. И я думаю, даже вот в этом 3-дневном визите было обсуждено участие Турции и некие, так сказать, результаты, перспективы этих боевых действий. И хочу еще напомнить, что вот фронт в южном направлении фактически разрушился после недели боев. Вот визит главного секретаря НАТО Столтенберга в Турцию совпало вот именно с этим промежутком времени. Так что я, как уже сказал, Турция, конечно, продвигается в своем геополитическом стратегии в сторону Кавказа и Центральной Азии в значительной степени с помощью НАТО, потому что Турция, член НАТО, это совсем другой калибр геополитического игрока, и Турция без НАТО, это, конечно, совсем другое. И НАТО, и Турция, конечно, хорошо понимают обоюдную заинтересованность в друг друге, так сказать, и в этом смысле, как уже сказал, я противоречий не вижу.